Конно-спортивной школе в поселке Заводской подарили 4 молодых скакунов. Для начинающих наездников это настоящее событие, потому как многие лошади уже старые, тренироваться на них в полную мощность не всегда получается. Как осваиваются новички, знает наш корреспондент Георгий Запаров. Состав республиканской конно-спортивной школы пополнился 4 полуторагодовалыми жеребцами. Теперь молодым наездникам есть на чем учиться и оттачивать мастерство. Сейчас в школе занимается порядка 130 человек. По словам директора Фердинанда Кибизова, в основном все лошади уже старые и не выдерживают постоянных нагрузок. Подарок любителям верховой езды сделала компания «Русгидро». Спасибо большое. Ранее еще 2 лошадей школе купила Федерация конного спорта республики. Перед тем, как оседлать новобранцев, их приучают к работе с людьми. Еще раз я хочу выразить благодарность Русгидро, который нам такой шикарный подарок сделал перед Новым годом. И дети рады безмерно, потому что, я думаю, на этих лошадях они будут показывать хорошие результаты. Пока выезжать рано, пока седлать рано, приучаем просто, что за ними ухаживали, чтобы они не боялись человека. Компания «Русгидро» больше 10 лет занимается спонсорской и благотворительной деятельностью. Помощь спорту – одно из направлений работы. Узнав о проблеме в конной школе, руководство осетинского филиала решило помочь. На покупку молодых лошадей выделили 400 тысяч рублей. В целом на благотворительность в республике компания «Русгидро» в прошлом году направила 3 миллиона рублей. Как вы знаете, мы же по разным направлениям работаем. И в заповедниках там делаем экологические тропы. Как социально ответственная компания, Росгидро во всех регионах присутствия оказывает помощь. И даже не присутствие. Вы знаете, медицинское оборудование, больницы, школы. Поэтому мы будем смотреть и по возможности будем еще дальше помогать. И, конечно, за судьбой будем своих лошадок тоже наблюдать, смотреть, как они растут. У осетинской конно-спортивной школы многолетние победные традиции. На прошедшем чемпионате России сборная республики заняла первое общекомандное место в троеборье. В личном зачете у наших жокеев 2 золота, 2 серебра и бронза. На Олимпийских играх в Токио Россию представят только 2 всадника – Александр Марков и Андрей Митин. Оба тренируются в нашей конно-спортивной школе. Георгий Запаров, Алана Бзыкова, Новости Осетии.